мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Белые ночи светятся над потеплевшей рекой. Только отпущено нам их 2 месяца чьей-то нещедрой рукой. Ах, как мы ждали, как мы томились! Что же вы, где же вы, скорей! Вот и пришли они, вот они, сбылись, и зашумел солнцегрей. Так хорошо в эти ночи зовущие все то, что минуло прочь. Нет и прошлого, нет и грядущего, вся в настоящем белая. Я стремился даже в самый сухой текст вложить как можно больше души, чтобы заинтересовать слушателей, чтобы затронуть у них самые добрые струны. И очень многие считали, что все это я говорю от себя. И даже упрекали меня, когда, например, не сбывался прогноз погоды. В этой фразе весь он и его отношение к работе и смысл его профессии диктора радио и телевидения. А он был замечательным диктором высшего класса, настоящим художником слова. Воды реки времени смывают с экрана жизни знакомые образы. Почти не слышны голоса тех, кого мы так ждали в своих домах, тех, кто приглашал нас посмотреть кинофильм, читал нам новости, знакомил с программой передач, вел огоньки и концерты, первые дикторы белорусского телевидения. Они были настоящими звездами, но не знали об этом, потому что в конце 50-х годов такого термина «звезда» не было. Но они были настоящими звездами. Их знали, их любили, их ждали. Среди них и он, замечательный диктор и замечательный человек Владимир Бузук. Он очень выделялся среди всех нас. Курс был дружный. Вначале у нас был педагог Мордвинов Борис Аркадьевич, потом Любовь Ивановна Мазалевская. И Володя всегда читал. У него был изумительный голос. У него был голос, низкий тембр. Когда еще учился в институте, он уже подрабатывал немножечко на радио. И тогда говорили, это растет в Беларуси будущий Левитан. Действительно, у него был очень красивый голос. Ну, а потом мы так плавно как-то все, ввиду того, что Любовь Ивановну назначили главным режиссером ТЮЗа, весь наш курс так плавно перешел и в театр юного зрителя. 3 спектакля у нас было первых. Мы все, студенты, получили сразу хорошие роли. Мне очень запомнилось, как мы с Володей играли в спектакле «Любовь Аня Березская». Володя отличался очень ото всех своей интеллигентностью. Несмотря на то, что он не красавец был,
Но вот в нем вот была какая-то изюминка, какое-то, как говорят, голубая косточка, что ли, или голубая кровь. А потом он ушел на телевидение работать. Долго там работал и уехал в Мурманск. И я его видела один-единственный раз, уже прошло много лет, и мы с ним встретились здесь, около моего дома. Он был такой интересный, он просто красавец был. И вот у меня даже такое было впечатление, вот когда такие бывают интеллигентные наши ученые, вот у него был такой вид. Вот, видимо, это с детства в нем было заложено, что вот такой у него вид. Это я его видела последний раз. Остался умницей, искренен очень был, добр, компанейский парень был еще к тому же. Вот, по-моему, он был как центр притяжения, к нему так это все. Вот такой. На телевидении он пришел работать, имея уже некоторый опыт работы диктора на радио. А потому что на последних курсах театрально-художественного института его пригласили уже работать на радио. Телевидение в конце 50-х, начале 60-х было младенцем по сравнению с радио, потому что радио уже имело свои традиции, дикторов радио узнавали по голосам: Любовь Ботвинник, Лилия Стасевич, Илья Курган. На телевидении было тоже немного дикторов, их тоже очень любили и тоже узнавали. Это Тамара Бастун, Тамара Бессарабова, это Вета Галкина, позже Владимир Шелихин и Владимир Бузук. Он читал информационные выпуски и вел программы литературно-драматические. Все это только в прямом эфире, потому что тогда записи не было, и нужно было работать очень четко, очень точно, не было права на ошибку, и нужно было уметь найти выход из любого положения. И всеми этими качествами он обладал сполна. До телевидения был ТЮЗ, театр юного зрителя, где он работал в очень, если можно так сказать, дружной семье. А настоящей мамой этой семьи была Любовь Мазалевская. В театре он играл большие роли и маленькие, в спектаклях «Как закалялась сталь», «Твой путь», «Город мастеров» и других спектаклях. И театр дал ему очень много. И самое главное – это чувство слова и свободное владение интонацией. Почему он стал диктором? Ну, наверное, потому что природа много дала для того, чтобы стать диктором. У него были прекрасные внешние данные, он был красивым, очень видным мужчиной, у него был великолепный голос, дикция и абсолютно грамотная речь. Вообще-то он хотел стать философом, стал актером, а потом стал диктором. Почему? Ну, наверное, потому что так повернулась судьба, так сложилась жизнь, так заставило время.
Папа очень любил нас со старшей сестрой. В детстве, когда мне было 5-6 лет, он брал меня после детского садика с собой на работу на телестудию. Садил рядом недалеко за столик, давал ручки, карандаши, бумагу, чтобы я не шумела, чтобы было тихо. Сам он вел передачи, а я сидела рисовала. Папа очень любил много читать, любил стихи, был очень начитанный и приучал нас к этому с сестрой, что мы побольше читали, были эрудированными. У него был очень красивый голос, вот я с детства помню, по радио, и мы всегда ждали его передач, гордились мы им. В те годы, когда он жил в Архангельске, мы все равно чувствовали его любовь. Он все равно присутствовал все время с нами, тоже в сердце и в душе. Его каждый приезд был для нас праздником, и очень ждали этой встречи. Он всегда оставался для нас отцом. Он нас очень любил, всегда был с нами, и мы с ним. Хотя он несколько десятилетий уже жил в Архангельске. Очень теплые воспоминания. И не хватает его, конечно, его советов, его отношения отцовского. Владимир Петрович Бузук родился 14 января 1932 года в Минске. Его отец Петр Афанасьевич был выдающимся советским ученым-языковедом. Он закончил Одесский университет, знал 16 языков, был очень образованным человеком, был доктором наук, профессором, и в 1925 году его пригласили в Минск работать в Белорусский государственный университет, а с 1931 года он стал директором Института языкознания. Он автор более 90 научных работ, посвященных истории славянских языков, диалектологии, проблемам белорусского языка. Петр Афанасьевич Бузук был женат на Анне Тарасик. Она вышла за него замуж, когда ей было 16 лет. Красавица, умница, образованная девушка из хорошей семьи. У них было 4 детей: Екатерина, Галина, Оксана и Владимир. В 1931 году отца обвинили в нацдемовщине, его арестовали, он был в тюрьме, вернулся в подавленном страшном состоянии, с поврежденной психикой, и хотел покончить жизнь самоубийством, он хотел себя сжечь, его спасли. Его лишили должности, званий, а в 1934 году его семью, кроме дочери Екатерины, сослали в Вологду. В 1937 году срок ссылки закончился, семья уехала в Беларусь, а его задержали в Ленинграде якобы для временной работы в университете. Больше его никто не видел. Он был расстрелян 8 февраля 1938 года. И эта страшная трагедия, которая произошла с отцом, она никак не могла не отозваться на судьбе сына Владимира Бузука. В 1951 году он решил поступать на философский факультет Белорусского государственного университета. Он великолепно сдал экзамены, но его не приняли. Ему объяснили, почему. Он был сыном врага
народа и объявил ему это в прошлом очень известный белорусский ученый-историк и, как оказалось, ученик его отца. Ну а что было потом, вы знаете. Потом был театрально-художественный институт, ТЮЗ, телевидение и радио. Володя Бузук прежде всего был человеком, идущим впереди своего времени. То есть он был лидером, был личностью и весьма востребованный. Вот пришел он в театр со своим курсом. И первая для меня запоминающаяся роль его была в «Папороти к ветке старика». Это молодой человек, интересный, так проникновенно и глубоко сыграл этого старика, что об этом писали и говорили. Но весь свой талант, всю свою глубину в театре он не мог воспроизвести. Его потребовало телевидение. Нужен был ведущий, умеющий вести программу, человек широкого мировоззрения. Он был одновременно и парадным диктором, и в то же время домашним. Вот это сочетание совершенно исключительное, потому что с его голосом, про который Левитан говорил, что вот только этот диктор может быть моим преемником, он прекрасно вел все парады, и в то же время он мог войти в каждую семью. Он остался во всей белорусской культурной истории. Когда он уехал из Белоруссии, уехал в Мурманск, вот там он был особенно востребован, потому что там он работал на радио, там, где соединялись вот эти моряки, ушедшие в море, их семьями. Его знали все, его встречали на улицах, все кругом шли и говорили ему добрые, теплые слова. Значит, он не просто уехал отсюда, а потому что он опять временем был востребован там. Он же был рыбак великолепный. Это сколько всяких комедийных и серьезных случаев с его рыбалкой. Но главное, что он мечтал, когда он выйдет на пенсию, стать бакенщиком, зажигать эти огни, сидеть тихонько и там рыбачить. И вот это настолько ярко раскрывает его внутренний мир. Мы его почитали, мы им восхищались. И думаю, что все то наше поколение тоже именно с почтением относились к этому высоко одаренному, интеллектуальному, высококультурному, владеющему своей профессией человеку Володе Бузуку. Больше всего ненавижу в человеке злобность, жестокость и одержимость очень не люблю. Одержимый человек, мне кажется, фанатичен и во имя достижения своих целей и воплощения идей готов на всякую мерзость. Не люблю несомневающихся и вечно во всем правых. Ненавижу тупость, мнительность. Ценю все противоположные качества. И прежде, и превыше всего доброжелательность.
конечно же, чувство юмора и такой данный Богом талант, как умение радоваться жизни, улыбчивость характера, терпимость и терпеливость. Он женился очень рано, еще будучи студентом Театрально-художественного института, на студентке этого же института Кларе Мизгайло, Кларе Леонидовне. Она родила ему 2 дочерей, Ольгу и Ирину. Но брак оказался непрочным. В 1969 году Владимир Петрович Бузук сначала уезжает в Мурманск, а потом в Архангельск. В одном из интервью он так объяснил этот факт. «Я хотел все бросить, начать все сначала, уехать туда, где меня никто не знал. Ну а талант, я верил в это, ценится везде одинаково». Здесь он не ошибся, ему повезло, и действительно талант его оценили. И в Архангельске, сколько он ни работал, он всегда был диктором номер 1. А проработал он диктором на Архангельском радио почти 30 лет. Его действительно очень любили и ценили за его профессионализм, за его обаяние, умение расположить к себе. Он знал очень много стихов, сам писал замечательные стихи, прекрасно знал литературу и музыку, и был душой любой компании. Кстати, с семьей он не прерывал связи, хотя женился 2-й раз, от 2-го брака дочка, а дочки Ольга и Ирина всегда знали, что у них есть отец, они переписывались и приезжали в Архангельск. Он очень любил природу, рыбалку, лес, животных, и однажды пошутил так: «Если я умру, то на том свете мне будет очень не хватать общения с природой». Все и произошло на природе, во время рыбалки, в катере, инсульт. Он умер 14 июня 1996 года. Ему было 64 года. И свой рассказ об этом человеке, о дикторе, я хочу закончить небольшим фрагментом из воспоминаний его архангельских коллег. Когда Владимир Петрович Бузук читает стихи или прозу, когда в студии идет запись очередной литературной программы, многие из нас приходят в аппаратную, чтобы послушать. Он произносит первые строки, и мы намертво приникаем к динамикам. Он уже заставил слушать себя, уже взял в плен душу, и сейчас слово начинает творить свои чудеса. Его музыка, его звук, его цвет – это и есть художественное слово. Владимиру Бузуку равных нет. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять